под номером 33 на своем автомобиле, но сегодня у него номер 20. Посмотрим, что будет по прошествии первого круга. Меня тут поправили, Иван Мисюк едет под номером 2. Сейчас происходит борьба за первое и второе место между ним и автомобилем под номером 6, белой десяткой. Я ее на этой трассе пока что не видел и ничего не могу сказать о пилоте и об этом автомобиле. Но, судя по всему, автомобиль очень хорошо подготовлен. Потерял пока что первую позицию и сейчас находится на второй. На первой позиции десятка белая под номером 6. На третьей позиции Балдицын Олег из города Кемерово. Вы посмотрите, в повороте Иван Мисюк практически получилось у него вогнать своего оппонента. Расстояние буквально 1 метр. Напомню зрителям о безопасности не заходить за ленточки. Автомобили движутся очень быстро, и это может привести к фатальным последствиям. В повороте Иван Мисюк смог занять первую позицию, но напрямую эта же десятка опять его объехала. Также огромная просьба к зрителям, судьи, которые находятся на трассе на постах, пожалуйста, не подходите к ним. Ну что же, финиш этого заезда на первой позиции десятка под номером 6, это Бузаков Кирилл, город Красноярск. Иван Мисюк уверенно продержался своего оппонента. На третьей позиции Балдицын Олег, город Кемерово.
О, що там галиться. Насичений заїзд. Берега Антоха уехал от него на полукруге. Ну что же, в этом заезде уверенно и просто без каких-либо конкурентов победил Немков Антон, который, к слову, занял первое место в квалификационных заездах.
прошлого заезда Левуш Константин, следом за ним Иван Мисюк. Сейчас посмотрим, сможет ли Левуш удержать свою первую позицию, что будет ему крайне сложно сделать. Ну да, Иван Мисюк обошел Константина Левуша, а Волгам все же тяжело в поворотах ездит на этой трассе. Я вижу, у Ивана Мисюка произошел какой-то контакт, капот полуоткрыт. Видимо, как раз это случилось в повороте. Одна восьмерка проезжает буквально по брустверу. Да, Левушу Константину очень сложно выходить из поворота на Волге. У Ивана Мисюка на первой позиции появился преследователь, который буквально дышит спину. Капот очень опасно приоткрыт. Но будем надеяться, что до конца заезда он не откроется окончательно. Да, по прямой Волга уверенно догоняет автомобиль переднего привода, но поворот ставит все на свои места. И Волга буквально практически останавливается. На позиции, к моей радости, Иван Мисюк. На второй позиции Максимов Николай. Четвертая позиция стабильно и уверенно. Константин Левуш, город, деревня Белый Яр. Поселок городского типа. Там есть пятиэтажка. Участникам всевозможных гонок это позиция Максимов Николай, на третий Егоров Олег, на четвертой также Левуш Константин. Между первым и последним достигла уже половины круга. Константину Левушу просто, я думаю, уже нереально кого-либо из этих переднеприводников догнать. Но я думаю, на летних гонках по кольцевому раллийному треку, который находится слева от этого, Константин Левуш отыграется. Ну что же, к финишу Максимов Николай практически догнал Ивана Мисюка, но Рома выгоняет дядя Ваня был первый. Один, два и 4 сразу ставьте. Раз. Главная интрига этого заезда — сможет ли Немков Антон доказать свое первое
место на квалификации. Но лично для меня, по крайней мере, эта интрига сохраняется. Происходит борьба между Мисюком и Немковым. Пока что мне не видно, кто из них смог занять эту позицию. Ох ты, как интересно. На первой позиции Пузаков Кирилл. На второй позиции я просто не успеваю докомментировать, их позиции постоянно меняются. Сейчас посмотрим, что будет после этого поворота. Ну что, после поворота на первой позиции Егоров Олег, на второй позиции Пузаков Кирилл. За третью позицию происходит борьба между Немковым и Мисюком. Антон очень агрессивно едет, ты практически проехал. Происходит контакт небольшой, посмотрим, кто выйдет из этой схватки. Я не знаю, что сегодня случилось с нашими пилотами, они борются буквально за каждый метр дистанции. Итак, после поворота на первой позиции Егоров Олег, Антон Немков смог добраться до второй позиции и значительно уехал от Ивана Мисюка, который на третьей позиции. На четвертой позиции Пузаков Кирилл, видимо, столкновение сыграло свою роль и немножко шалят нервишки. Оба. Тоже поинтереснее. Места в заезде пока что не меняются, но, как я и ожидал, он оказался очень зрелищным. Антон Немков также отталкивается от брустверов, как он это любит делать. Но это, кстати, крайне опасно. Антон Немков буквально проезжает по самой кромке бруствера и только чудом не вылетел. Происходит борьба за третье место. Посмотрите, Немков Антон по кромке бруствера смог объехать Егорова Олега. Но Егоров Олег не сдается и напрямую буквально выстреливает и объезжает Антона снова. Не сдается. Происходит небольшой контакт. Немков Антон начинает преследовать Егорова Олега и немножко врезается в него. Но, тем не менее, очень потерял время в этом повороте. Хотя проезжает по внутреннему радиусу. Нет, все-таки Немков второе. Сейчас посмотрим, кто доедет до третьего. На третьем месте Иван Мисюк. На четвертой позиции Пузаков Кирилл, на пятой Максимов Николай. Это был просто отличный заезд. Кто будет первым после первого поворота?
дистанции и стал первым. Просто я не знаю, что сегодня творится с дядей Ваней, но в данный момент он занимает лидирующую позицию этого заезда. На второй позиции Немков Антон, на третьей позиции десятка номер 6 Бузаков Кирилл. Бузаков Кирилл не отпускает Немкова Антона. Немков Антон тормозит свой автомобиль на бруствер. Это его буквально уже фишка стала этого человека. Иван Мисюк, все автомобили двигаются буквально в двух корпусах друг от друга, и любая ошибка может привести к изменению мест этого заезда, к изменению позиций. Иван Мисюк после очередного поворота уже на значительном расстоянии от Немкова Антона. Дядя Ваня едет опасно, буквально по той же траектории, что и Немков Антон, также по брустверам. Пока что потерял скорость, Немков Антон приблизился. На третьей позиции Бузаков Кирилл, номер 6. На четвертой позиции Егор. У Антона Немкова нет Ивана Мисюка. Иван Мисюк не отдал ему свою первую позицию. Оба пилота просто, я не знаю, один молодой и фаворит этих соревнований, другой легендарный, не участвовал разве что в дрифте. По-моему, во всех соревнованиях, которые проводились в Республике Хакасия, Иван Мисюк участвовал. Ну что же, вот так. Я не знаю, что случилось у Ивана Мисюка, но занимает уже вторую позицию, и Антон Немков оторвался от него на несколько корпусов. Давай, дядя Ваня, давай! На второй позиции Иван Мисюк. На третьей позиции Олег почему-то довольно существенно снизил свою скорость и занимает последнюю позицию. Итак, финиш этого заезда. На первой позиции Антон все-таки смог он объехать дядю Ваню. Иван Мисюк вторая позиция, Егоров Олег 3. Пока что подождите. Ну что, смотри, борьба какая будет. Нет, Уже не будет. Егоров Олег ошибся в повороте, но все равно финишировал на третьей позиции. Давай, 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 тяни, тяни, тяни. Нормально все. Молодец.
Пузаков Кирилл и переместился на первую позицию. Волги поехали крутиться там, смотри. Что за вальс у них тут? На мое удивление, на первую позицию переместился автомобиль. Подождите. Уверенная борьба за первую и вторую позицию. Автомобили едут практически наравне. За вторую и третью позицию. Ну и следом едут Волги. Уверенно, но не спеша. К слову, масса Волги ориентировочно в районе 1,5 тонн. Масса восьмерок и Калин в районе тонны 100 килограмм вместе с пилотом. Я не знаю, пилоты сегодня просто, видимо, соскучились. Может, после Нового года под действием салата оливье накопили сил. Но просто... У нас образовалось по-настоящему 3 дивизиона в этом заезде. Борьба за первое и второе. На значительном удалении борьба за третье и четвертое. Ну и Волги. Как вариант. Леуш молодец. Блин, зарубы тут вылетит. Максимов Николай, очень опытный пилот, не рассказывает. Но Пузаков Кирилл весьма уверенно. Даже за третью и четвертую позицию постоянная перемена мест. За первую и вторую также. А автомобиль Волга развернула в поворот движение. Сейчас я посмотрю, как зовут пилота. Саша его зовут. Да, мне подсказывает, это Степанов Никита. В общем-то, новичок этих гонок, и у него все еще впереди. Максимов Николай немного на третьей позиции. Нет, не могу я сказать, кто на третьей позиции, потому что они ее, видимо, решили поделить на финише. Да, все-таки Максимов Николай смог немного оторваться от Пузакова Кирилла. Волга, давай И быстрее. автомобили уже подъезжают к финишу. Первую позицию Максимов Николай, ветеран соревнований. На второй позиции Пузаков Кирилл, на третьей Лисичка Иван. Все-таки смог вырвать третье место.
Итак, второй поворот практически позади. Максимов Николай не хочет отдавать, как я и думал, первую позицию. В скоростном ходе в поворот у Максимова Николая была значительно выше. Но он занимает лидирующую позицию этого заезда. Третья позиция девушка. Расширять трассу. Максимов Николай уже занимает вторую позицию. На третьей позиции Левуш Константин, и на четвертой все так же Степанов Никита. Автомобилей очень сложно бороться с отсутствием зацепки. В космос. На второй позиции Максимов Николай, видимо, закончил он преследование. В принципе, я не думаю, что перемена мест уже случится, только если произойдет какая-то критическая ошибка пилота в пилотировании автомобиля. На первой позиции Немков Антон, на второй Максимов Николай, на третьей, вероятнее всего, Левуш Константин, и на четвертой Степанов Никита, город Абакан.
самыми первыми и выигрывает старт. Причем едут абсолютно параллельно. Видимо, это какая-то магия у них. Ой-ой-ой-ой-ой, происходит столкновение. Константин Леуш чуть-чуть не выскочил за пределы трассы, но продолжает движение. Все-таки с учетом массы автомобиля машина смогла сама, и машину стащила с бруствера. Лисичка Иван также проезжает по брустверу. Пытается 12-й автомобиль ВАЗ-2112 объехать Волгу, происходит снова столкновение. Затолкали. И Волгу Степанова Никиты разворачивает. Как вы видели, автомобилем переднего привода просто противопоказано сталкиваться с Волгами. Зачастую только чудо сейчас уберегло автомобили от вылета с трассы или разворота. Чудо и мастерство пилота. Ну что, после очередного поворота все-таки переднеприводные смогли немного оторваться от Волг. Степанов Никита, к сожалению, очень сильно отстал. Отстаивать честь заднего привода автомобилей Волга только досталось Леушу Константину. Прошу прощения, я, видимо, сглазил. Леуша Константина буквально после моих слов развернула. На первой позиции уверенно продолжает движение Валдицын Олег, город Кемерово. На второй позиции Лисичка Иван, представляющий город Ачинск. Ну а сейчас на третьей позиции Степанов Никита, на четвертой Леуш Константин. Ну да, как я вижу, на выходе из поворотов Волгам становится просто очень тяжело, они очень сильно теряют свою скорость и снова пытаются разогнаться. Это слишком большая потеря времени для таких заездов. Ну что, на мое удивление, Лисичка Иван смог одолеть своего оппонента и перевести. Валдицын Олег занимает вторую позицию. И не спеша едут Волги. Появилась, видимо, какая-то отвага, и он переместился на третью позицию. Степанову Никите, вероятно, все же не хватает немного опыта в борьбе с такими волками автосоревнований. Твои друзья во Праге лучше доезжают, да? Сейчас
Сейчас посмотрим. Последний поворот решит судьбу автомобиля заднего привода. Едут они буквально потихонечку, не спеша, чтобы не ошибиться и не развернуться. На третьей позиции Степанов Никита. На четвертой Левуш Константин. Уже не сможет он ничего с этим поделать. Сразу вырвались вперед, посмотрим, кто займет лидирующие позиции после первого поворота. Максимов Николай и Музаков Кирилл борются за первую позицию. Посмотрим, сможет ли Максимов Николай победить в этом маленьком противостоянии со своим коллегой. Лисичка Иван чуть не вылетел за пределы трассы, но смог снова все-таки в нее вернуться. Максимов Николай немного потерял свое первое место. Бузаков Кирилл пока что лидирует, но Максимов Николай один из самых опытных участников этих соревнований, поэтому он так просто не сдастся. Что я вижу, Максимов Николай на входе в поворот просто какую-то сумасшедшую скорость выдерживает. Бузаков Кирилл объезжает его по внешнему радиусу поворота, по кромке бруствера. Третью позицию занимает Лисичка Иван. Бузаков Кирилл смог пока что удерживать свою первую позицию, но на входе в каждый поворот скорость у Максима запредельная. Все так же удерживает свое первое, с большим трудом добытое место в этом заезде. Буквально в 2-3 секундах от него едет Максимов Николай. От Максимова Николая примерно на таком же расстоянии Лисичка Иван.
третьей позиции также финишировал Лисичка Иван. У него уже и это... Четвертую позицию занял заезд. Уже жрать просит. Олег. Ну и Волга. Уверенно, стабильно. В темпе вальса. Там уже, видимо, закатали, залезали поворот. Автомобили все собрались и ждем старта. Посмотрим, кто сегодня фаворит. Стартовый участок первым. Егоров Олег смог объехать Пузакова Кирилла. И буквально Иван Мисюку дышит в спину. Иван Мисюк пока что первый. Егоров Олег второй. Пузаков Кирилл третий. Четвертую позицию занимает Лисичка Иван. Остановил свой автомобиль на бруствер, потерял, я думаю. Третью позицию занимает. А про первую позицию я ничего не буду говорить, чтобы не сглазить. Просто белая восьмерка. Приблизиться к этой самой белой восьмерке. Предпоследний поворот этого заезда. Все-таки вот что значит опыт этих соревнований. Егоров Олег смог все
все-таки переместиться на первую позицию. Что значит? Когда не нервничаешь, когда четко выполняешь поставленную цель. Первая позиция Егоров Олег, на втором месте Иван Мисюк. На третьем месте финишировал Пузаков Кирилл. Четвертая позиция Лисичка Иван и пятая позиция Степанов Никита. Прошу прощения, Иван Мисюк пропускает этот заезд, он поедет следующим. Сетка сформирована стартовая. Ну, я думаю, тут будет борьба между Немком Антонов и Егоровым Олегом. Оба гонщика очень опытные пилоты и одни из фаворитов сегодняшних соревнований. Пока что Егоров Олег на первой позиции, но умение Антона ездить на самой грани, я думаю, возможно, расставить все точки над «и». Егоров Олег едет стабильно и уверенно, не допускает ошибок, хладнокровно. Я думаю, у него даже пульс сейчас в пределах нормы, судя по его манере езды. Немков Антон на скорости по внутренней траектории обходит Егорова Олега. Егоров Олег теперь на вторую позицию переместился. Стабильно и уверенно я бы хотел отметить езду Константина Левуша. Никого сегодня не толкнул, не ударил, едет и едет. Алло. На связи. Следующий заезд Егоров опять едет. Первый заезд.
И Костя поперек ставит. Ну что, первый сегодня обгон на целый круг происходит на соревновании. Никомов Антон объехал Константина Леуша. Но так как финиш по последнему финиширующему, то, соответственно, и для Константина Леуша это тоже финиш. Хотя он проехал, тем не менее, меньшее количество кругов. На второй позиции Егоров Олег. Стой! Уже пара участников пытаются пораньше поехать. Один, правда, назад. И пока на первом месте, на втором, если я не ошибаюсь, Немков Антон. Дальше происходит борьба. Немков Антон и Егоров Олег очень сильно ошибаются. Слишком сильно погасили свою скорость. Но, тем не менее, продолжают движение. На первой позиции Егоров Олег, на второй позиции Немков Антон. Иван Мисюк очень уверенно преследует Немкова Антона. Просто догоняет его. Посмотрим, что будет после выхода из следующего поворота. Участников в 4-5 корпусах друг от друга, но я напомню зрителям, что это буквально секунда времени. Любая ошибка, и ты свое место просто потеряешь. Немков Антон приблизился к Егорову Олегу, дышит ему в спину. Иван Мисюк пока что, к сожалению, слишком отдалился от этих двух участников. Немков Антон объезжает Егорова Олега. На торможении выиграл. Позицию все так же занимает наш фаворит сегодняшних соревнований, я думаю, будущий чемпион сегодняшнего дня Немков Антон. На второй позиции Егоров Олег, на третьей позиции Иван Мисюк, и четвертую строчку занимает Лисичка Иван. Сократил свое отставание от третьего места от Ивана Мисюка. Их разделяют буквально 1,5-2 секунды. Немков Антон снова уехал куда-то на первое место. Далеко. На второй позиции Егоров Олег. Немков Антон, город Абакан. Город Тачинск, Егоров Олег занимает вторую